Эфир Абхазского телевидения продолжается. Вы смотрите информационный выпуск Амшекшара. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Министр по чрезвычайным ситуациям Лев Квициня заявил, что народ Абхазии понимает и разделяет боль русских на Донбассе. Какие объемы мандаринов уже экспортированы и что ждет местных производителей и потребителей в этом сезоне? Абхазские и российские специалисты объединили усилия, чтобы вернуть кавказского зубра в его естественную среду обитания. Министерство иностранных дел Абхазии направило ноту Министерству иностранных дел Боливарианской республики Венесуэла с выражением солидарности и безусловной поддержки руководству Боливарианской республики Венесуэла. Правительство и народ Абхазии разделяют и поддерживают созидательную деятельность руководства Боливарианской республики Венесуэла, направленную на строительство достойного и прочного мира, основанного на уважении независимости и суверенитета народов, их права на самостоятельное развитие. Наши страны объединяет приверженность миролюбивой внешней политике и отказ от любого рода давления на суверенные государства в международных отношениях. Выступаем решительно против угроз применения силы и попыток вооруженных интервенций в отношении суверенных государств. Считаем, что практика силового вмешательства противоречит основополагающим принципам и нормам международного права и Уставу ООН и не может быть использована в качестве инструмента внешней политики государств. В это непростое время мы выражаем нашу солидарность и безусловную поддержку руководству Боливарианской республики Венесуэла. Убеждены, что ни военные угрозы, ни колоссальное политическое давление, оказываемое извне, не способны сломить главного – твердости и силы духа венесуэльского народа. Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США перейдут к ударам по суше после атак с кораблей, что остановит поток наркотиков в страну из Венесуэлы, что напрямую угрожает суверенитету независимого государства. Что произошло и о международной реакции расскажет Аэлита Арутюнян. Американские военные нанесли удар по еще одному судну побережья Венесуэлы, на котором якобы перевозились наркотики. Поэтому президент США пригрозил, что США перейдут к ударам по суше после атак с кораблей, чтобы остановить поток наркотиков в страну из Венесуэлы. Трамп уже поручил министру обороны США запросить у Конгресса разрешение на применение вооруженных сил США для операций в Латинской Америке. При этом президент США подчеркнул, что у конгрессменов не будет никаких возражений против этого. Теперь наркотики привозят по суше. Поэтому даже наркодилеры на суше беспокоятся. Ведь я сказал им, что следующими будут уже они. Да, те, кто перевозят наркотики по суше, будут следующими. И, возможно, мы обратимся в Сенат за одобрением. Пойдем в Конгресс и расскажем им об этом. Но я не думаю, что они будут сильно против. Не думаю, что мы обязательно будем просить об объявлении войны. Просто убьем тех, кто ввозит наркотики в нашу страну. Насовсем убьем. Вот так вот. С начала сентября американские военные совершили нападение как минимум на 9 судов в Карибском море и Тихом океане, убив по меньшей мере 37 человек. В ходе того, что Вашингтон назвал военной операцией против наркотеррористов, не предоставив никаких доказательств в поддержку своих обвинений в совершении преступления. Со своей стороны президент Венесуэлы Николас Мадуро и министр обороны Владимир Падрино неоднократно заявляли, что действия администрации США направлены на смену режима Боливарианской республики Венесуэла. Правительство США решило отправить ЦРУ в Венесуэлу. Вы читали новости? Они разрешили ЦРУ проводить операции против Венесуэлы, против мира в Венесуэле. Такого раньше не было. Они всегда этим занимались, но ни одно предыдущее правительство, с тех пор, как существует ЦРУ, не заявляло открыто, что направляет ЦРУ убивать, свергать правительство и разрушать другие страны. Неужели кто-то всерьез верит, что за последние 60 лет ЦРУ не проводила никаких операций в Венесуэле? Разве можно поверить, что за последние 26 лет ЦРУ не участвовала в заговорах против команданта Чавеса и против меня? Если бы мы сейчас в июле пошли на обмен, чтобы спасти 252 граждан Венесуэлы, похищенных в Сальвадоре, мы бы передали правительству США 10 осужденных террористов ЦРУ,
которые уже признали свою вину. Если взять все государственные перевороты в Латинской Америке, сведения о которых были официально задокументированы, а впоследствии рассекречены и опубликованы правительством Соединенных Штатов, окажется, что за свержениями правительств и убийствами президентов стояла ЦРУ. В своей недавней речи президент Трамп также заявил, что Колумбия и Мексика полностью оказались под контролем наркокартелей, и США нужно защитить от этого. Реакция двух стран, Мексики и Колумбии, однозначная и одинаковая. Действия США – это нарушение международного права. Очевидно, мы не согласны. Существуют международные законы, регулирующие действия против предполагаемой незаконной перевозки наркотиков или оружия в международных водах. И мы ясно дали понять это правительству США и публично. Что ж, у каждого из нас свой подход к международным дебатам и отношениям с Соединенными Штатами. Мы выбрали прежде всего защиту наших мексиканцев, наших соотечественников в Соединенных Штатах. И защищая наши принципы и наш суверенитет, мы выбрали схему открытого диалога с правительством США в поисках соглашения. Масштаб оскорблений Трампа в адрес Колумбии и меня лично теперь направлен не на создание эффективной стратегии борьбы с наркотиками, а на оказание влияния на выборы, которые состоятся в Колумбии в следующем году. Его цель – обеспечить возвращение к власти крайне правых сил, которые имеют прочные и доказанные связи с наркотрафиком, но подчиняются внешнему вмешательству. Для Трампа важны победы, неважно какие. Венесуэла является государством наряду с Кубой и Никарагуа и не подчиняется США. И это, по словам политолога Александра Михеева, воспринимается для них как вызов. Трампу нужны победы. Но президент Трамп, он объявил много чего понаобещал. Ему нужны победы, ему нужны успехи. В секторе Газа, на Ближнем Востоке, он что-то такое изобразил, всем рассказал, что это успех, хотя все понимают, что это декорация. Что-то пытался или пытается изобразить на Украине, но здесь гораздо более сложная обстановка. Венесуэла. К Венесуэле приступили, ему кажется, что с Венесуэлой, может быть, получится. Ему нужны такие большие победы, которые в том числе подкрепят его положение внутри страны, и всем покажут, что Америка, по-прежнему в доме хозяин. Под предлогом борьбы с наркотиками, потому что действительно большая проблема для Штатов, Трамп сейчас давит на Венесуэлу, в принципе, готовится, видимо, к военным действиям, но пока скорее запугивает, потому что Трампу тоже, конечно, не хочется ввязываться в такие военные действия, которые непонятно чем кончатся. Я думаю, больше всего стоит беспокоиться странам американского континента, и северного, и южного, потому что мне кажется, что Трамп вообще, у него два приоритета. Первый – это давить на Китай, как на основного торгового соперника в 21 веке. А вторая, конечно, Трамп хотел бы вернуться к доктринам ранних Соединенных Штатов Америки, в соответствии с которыми все американские, территории, американские континенты, северные и южные, это вотчина Штатов. Он ведь недаром, когда пришел к власти, заговорил про Гренландию. Он считает, что Гренландия не должна принадлежать никаким европейским государствам. Сейчас он занялся Венесуэлой. То есть, я думаю, что если говорить о Латинской Америке, то, конечно, если Трампу удастся что-то с Венесуэлой, для других стран Латинской Америки это будет очень серьезный вызов, угроза. Потому что там есть мелкие страны, которые бодаются с американцами, и, в общем, им есть чего бояться. Аргумент США о борьбе с наркотрафиком не соотносится с принципом уважения государственного суверенитета, что является краеугольным камнем современной системы международных отношений. Данное заявление создает определенный прецедент для проведения наземных операций на территории своих соседей, что является прямым нарушением суверенитета независимого государства. Венесуэла признала независимость Абхазии и установила с ней дипломатические отношения 10 сентября 2009 года. Венесуэла стала третьей страной, признавшей Абхазию после России и Никарагуа. 24 октября 1945 года был утвержден Устав ООН. По уставу цель организации – развитие дружеских отношений между нациями и сохранение мира. Но справляется ли с этим современная ООН? Гость нашей программы, политолог Дмитрий Журавлев, считает, что ООН давно не выполняет функции миротворца. Как это заявлено в уставе, ООН не предотвратила множество конфликтов, хотя имела на это ресурсы. Решение по признанию или непризнанию новых государств зависит не от объективных критериев, а от позиции и права вето постоянных членов Совета Безопасности. Поэтому можно сказать, что судьба Абхазии и Косово была
предопределена не конкретными случаями, а противостоянием между США и Россией, уверен политолог. ООН держится на двух взаимоисключающих принципах. На принципе суверенитета государства и на принципе права народов на самоопределение. Какой из принципов будет применяться, определяется западными странами. По отношению к Косово был использован принцип права на самоопределение, по отношению к Абхазии и Южной Осетии принцип целостности государства. Но поскольку нигде не написано, какой принцип когда должен быть использован, то в действительности это субъективная позиция, да? То есть позиция двойных стандартов. Делим мир на своих разведчиков и чужих шпионов. Так Запад делал всегда, так он делает и сейчас. Конечно, противостояние России и Запада определяло политику в ООН всегда. ООН это и есть площадка взаимодействия России и Запада. Именно России, не Китая, ни никого других членов Совета Безопасности. И поэтому, естественно, что Запад, когда ему показалось, что он победил Россию, он стал действовать в ООН, как ему нравится и как ему удобно, забыв о всех принципах. Признание Косово создало прецедент, но он создался бы и в любом другом случае. Конец 20-го, начало 21 века – это период перераспределения политической карты мира. Да? А то, что появилось Косово, это просто ускорило процесс хаотизации политической карты. Да? Все равно Запад бы поддерживал Косово и считал бы его независимым, и не поддерживал бы Абхазию и Южную Осетию, поскольку она дружит с Россией, эти страны дружат с Россией. Когда ООН из организации всеобщего диалога, для чего она и была создана, превращается в организацию управления миром западными странами, все остальные страны остаются на обочине и говорят, ну тогда, если это ваша организация, она работает на вас, вы с ней сами разбираетесь. Что от нас хотите? То есть легитимность тут обнуляется, потому что это не наше, а значит это ваше, вы сами решили. Да, вы там принимаете резолюции, вот вы с ними оставайтесь. А мы будем жить так, как нам удобно. Так погибла Лига наций перед Второй мировой войной. Так Запад толкает на гибель и ООН. Пока существует право вето, он существует. Потому что с помощью права вето можно перекрыть такие действия. Косовский прецедент появился не просто потому, что Косово за Запад, а потому что в этот момент Запад считал, что ООН это его карманная организация. Вот если ООН не будет карманной организацией, тогда он получит легитимность и с ним будут сотрудничать. Если будет, ну, будет еще один бобик на своре у американцев. Абхазия всегда выступала за установление более справедливого миропорядка с учетом интересов всех государств, заявил министр ПЧС Лев Квициня в рамках международного телемоста на пути к освобождению ЛНР. Телемост был организован делегацией России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролем над вооружениями совместно с послом по особым поручениям МИД России Родионом Мирошником. В мероприятии приняли участие представители более 30 стран СНГ, ШОС, БРИКС и АСЕАН. Главным лейтмотивом телемоста стало понимание невозможности урегулирования украинского кризиса без искоренения первопричин конфликта, учета законных прав России по обеспечению собственной безопасности. По мнению Льва Квициня, Россия вынуждена была начать спецоперацию, именно исходя из необходимости обеспечить безопасность русских, проживающих на Донбассе. Абхазия с самого начала украинского кризиса оказывает посильное содействие жителям ДНР, ЛНР и новых регионов России, охваченных военными действиями. С 2014 года сотрудниками МЧС республики доставили на Донбасс более 1000 тонн гуманитарных грузов. Более сотни детей и их родителей были вывезены абхазскими спасателями из зоны боевых действий на реабилитацию в Абхазию. Абхазскому народу близки боли и страдания русских на Донбассе, подчеркнул Квициня. Необходимо рассмотреть вопрос о создании международного трибунала по военным преступлениям киевского режима и геноциду русского населения Донбасса, отметил ООН. В заключении своего выступления Лев Квициня подчеркнул, что формирование многополярного миропорядка позволит стабилизировать современную политическую турбулентность и стать гарантом невозникновения вооруженных конфликтов.
85% составила собираемость за потребленную электроэнергию в сентябре, рассказал в интервью абхазскому телевидению министр энергетики Батал Мушба. Добиться таких показателей стало возможным благодаря установке приборов учета и ужесточения мер взаимодействия на неплательщиков. Динамика, которую мы видим по собираемости последние несколько месяцев, говорит о том, что мы значительно увеличили свои показатели по собираемости. Вот за сентябрь месяц уровень собираемости составил 85%. Это достаточно высокий показатель. 85, а до того? Значит, начинали мы в начале года, уровень собираемости составлял порядка 32%. 32 по месяцу. Если мы будем говорить с начала года, уровень собираемости составил 52%. Это с января по сентябрь месяц. Отдельно в сентябре только лишь мы собрали 85% по месяцу одному. Все последние 4 месяца у нас достаточно высокая динамика по собираемости. Это результат чего? Это результат нескольких, на мой взгляд, факторов. Во-первых, у нас последние годы активно внедряется современные интеллектуальные приборы учета. В стране их установлено порядка 32 тысяч приборов учета, что стимулирует, с одной стороны, граждан к экономии электроэнергии. Процесс идет? Процесс идет и будет продолжаться. Мы рассчитываем, что мероприятия по приборам учета мы в следующем году значительно сумеем нарастить в плане установки этих приборов учета. Это позволяет нам стимулировать абонентов к экономии и к своевременной оплате за электроэнергию. То есть мы имеем реальные рычаги воздействия на абонентов, у которых и установлены эти приборы учета. И мы видим эту динамику, что там, где появились приборы учета, абоненты начинают экономить и более своевременно оплачивать текущие счета за электроэнергию. Ну, я слышу разговоры, что начали отключать таких злостных неплательщиков, скажем так. Это подтверждается такая информация? Все верно. В тех местах, где стоят современные интеллектуальные приборы учета, ежесуточно мы вынуждены применять такую меру по отношению к таким абонентам для того, чтобы стимулировать их к финансовой дисциплине в вопросах бытовой деятельности. Народный артист Абхазии, актер театра и кино Кесоу Хагба отмечает юбилей. 24 октября ему исполнилось 75 лет. Кесоу Хагба сыграла десятки ролей на сцене Абхазского драматического театра имени Самсона Чанба. Среди его ярких работ Махаз в одноименном спектакле по произведению Фазиля Искандера, Царь и Леон в постановке Азиза Агарба, Судья Исидор в Кёджинских перепалках, Гальдони и Хамыт Бичачба в последнем из ушедших по произведению Баграта Шинкуба. Хагба часто называют голосом Абхазии. Его голосом озвучены документальные фильмы, он звучит на крупнейших мероприятиях страны. Свой юбилей Кесоу Хагба встречает там, где прошла вся его творческая жизнь, на сцене родного Абхазского театра. Бадыр Гунба поздравил народного артиста Абхазии Кесоу Хагба с 75-летием. В поздравлении президент отметил, что юбиляр посвятил Абхазскому театру более 50 лет. Мастерски исполнял запоминающиеся роли, завоевавшие любовь зрителей. Снимался во множестве успешных фильмов и проделал большую работу по подготовке кадров для театра. Бадыр Гунба подчеркнул, что помимо творческой деятельности Хагба активно участвовал в общественной и политической жизни страны, занимая пост депутата Народного собрания и министра культуры. Президент пожелал народному артисту крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в развитии отечественного театра и неизменной любви зрителей. Визит абхазской делегации на гастрофорум в Красноярске был очень плодотворным, отметил вице-премьер Абхазии Вараздат Минасян в интервью телеканалу «Енисей». Это станет важным шагом для дальнейшего сотрудничества и развития экономических отношений между Абхазией и Красноярским краем, подчеркнул Минасян. Делегация Абхазии участвовала в российском форуме гостеприимства. В ходе визита были рассмотрены вопросы двустороннего сотрудничества региона с республикой, в том числе взаимное развитие туризма.
форум нам дает новые идеи, новые знания, которые мы приобретаем, и обмен опытом включительно, да, то, что мы здесь обмениваемся опытом, для нас это очень важно. Плюс то, что наши студенты здесь, да, впервые начали обучаться, для нас тоже это важно, да, потому что Абхазия — это страна туристическая, аграрная, как бы, да, включительно. И вот мы вот совместно туризм и агротуризм совмещаем у нас в стране. И здесь это для нас хороший потенциал и широкое окно возможностей для нас открылось. Потенциал огромный у Красноярска, так что мы очень рады вашему развитию. И в дальнейшем тоже вот сегодняшний наш визит, да, он впервые, но я думаю, что он будет способствовать дальнейшему сотрудничеству. И мы на встрече с губернатором Красноярского края Михаилом Михайловичем обсудили очень важное направление – это авиасообщение, прямое авиасообщение в Красноярске и Абхазии. Как бы у нас на протяжении 30 лет аэропорт как бы не функционировал, и вот сейчас в этом году с 1 мая мы запустили рейсы, и там 4 рейса – это Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийск и Нижний Новгород. И рассчитываем на то, что Красноярск тоже прямыми рейсами будет прилетать к нам в Сухум. Псхо-Гумистинский заповедник станет местом разведения кавказских зубров. Такое решение было принято на первом заседании абхазо-российской рабочей группы, которое прошло в Сухуме. Участники обсудили подготовку заповедника к приезду животных и подписали протокол первого заседания рабочей группы по передаче горных зубров в Абхазию. Проект реализуется совместно с Минприроды России. Репортаж Гундышова. Зубры обитали в Абхазии, но были истреблены в 1927 году. Эти парнокопытные играют важную роль в поддержании экологического баланса горных экосистем, способствуя разнообразию растительности и служа пищей для хищников. В древности народы Кавказа поклонялись зубрам и считали их священными животными, олицетворяющими силы природы. Этот глубокий исторический контекст придает особую значимость текущим усилиям по реинтродукции кавказского зубра в Псхо-Гумистинский заповедник. Восстановление популяции – это не просто экологический проект, это возвращение важного элемента культурного наследия. Зубр обитал в Абхазии до 20-х годов 20-го столетия. Но в силу известных обстоятельств, в первую очередь это браконьерство, оно исчезло. И сейчас восстановление его является не просто восстановлением некого былого величия природы прошлого, а оно несет в себе очень глубокие смыслы. Во-первых, это восстановление биологического разнообразия, которое славится Абхазия до сих пор. Вторая очень важная сторона – это сторона дипломатическая, то есть взаимодействие с Российской Федерацией в части, касающейся природоохранной политики, приобретает новые смыслы и новые значения. Псхо-Гумистинский заповедник не просто так выбран местом содержания и разведения кавказского зубра. Этот уголок Абхазии с его уникальным сочетанием разнообразных ландшафтов и богатой растительностью предоставляет собой идеальную среду для сохранения и восстановления популяции этого животного. Будущий заповедник обеспечит зубрам обширные пастбища, лесные укрытия и необходимые кормовые ресурсы. Кавказский зубр, некогда практически исчезнувший вид, нуждается в особых условиях для выживания и размножения. Псхо-Гумистинский заповедник, благодаря своей относительной изоляции и минимальному антропогенному воздействию, создает благоприятную обстановку для адаптации и увеличения численности зубров. Кроме того, специалисты заповедника будут вести постоянный мониторинг состояния популяции, проводить необходимые ветеринарные мероприятия и контролировать кормовую базу. В этом с ними поделятся опытом коллеги из Кавказского государственного заповедника. Это действительно важная часть международного сотрудничества, тем более это происходит на очень высоком уровне между президентами и правительствами обеих сторон, поэтому данная инициатива должна быть поддержана и в дальнейшем реализована. Идея реинтродукции зубра в Абхазии принадлежит председателю парламентского комитета по экономической политике Резу Зантария, который в течение длительного времени ведет переговоры с Минприроды России по этой теме. Из расчета нашего опыта взаимоотношений и опыта работы, проведенной ранее, из расчета тех прожитых лет или времени, то мы понимаем, что какие могут быть нам
впереди препятствий, которые мы должны преодолеть, да, так как это граница в первую очередь, так как это сложность улова, доставки, транспортировки их сюда, помимо там волевого решения, да, то нужно еще организационные моменты, которые много лежат на вашей стороне, на российской стороне, где мы просто даже если захотим, ничего не сможем сделать. Проект реализуется совместно с Министерством природы России. Согласована дорожная карта. И до конца года в заповедник планируют доставить 2-3 особи. Наши коллеги ездили в Майкоп, в частности в Гудериполь, где содержатся горные зубры в условиях вольера. Ознакомились, получили некоторые рекомендации по биологии, экологии и технических сторон. Первых зубров планируют завести в 2026 году. Об этом сообщила заместитель директора Россобветцентра Ольга Кревер. Предпочтительная численность зубров в 2026 году 6 особей, 2 самца и 4 самки. Мы все понимаем, что это мероприятие будет, конечно, под прицельным и особым вниманием на всех уровнях власти. И мы хотим, чтобы это мероприятие было как можно более успешным. Поэтому мы бы хотели сразу, и об этом мы в рабочих беседах с вами разговаривали, определить цель на ближайшую перспективу. Ее мы определили горизонтом 30 года. И эту цель предлагаем вам озвучить как создание полувольной группировки горных зубров в Псху-Гумистинском заповеднике и рост численности группировки зубра в Республике Абхазия в течение последующих 10 лет, то есть горизонт 1936 года, не менее чем до 50 особей. По заключению специалистов, популяция зубров в Кавказском заповеднике на сегодняшний день может составлять около 1400 особей. Рост популяции косвенно подтверждает освоение зубрами новых территорий в границах заповедника. Ученые подчеркивают, что в перспективе рост численности может привести к расширению ареала зубров и их выходу за пределы Кавказского заповедника. Вы знаете, у нас ландшафт полностью соответствует Кавказскому заповеднику. Единственное, что на этом месте нет альпийских лугов, но на самом деле они полянки найдут себе для того, чтобы кормовая база у них хорошая, есть и веточный корм, есть и вечно зеленые, то есть ландшафт полностью подходит. Главное, что хорошо, что есть у вас территория дальше, куда можно выпускать его вольно. По итогам встречи Госкомитет Абхазии по экологии и Министерство природы России подписали протокол первого заседания рабочей группы по передаче горных зубров в Абхазию. Кундашова, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Медиахолдинги Абхазии и Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве. Документ нацелен на продвижение общих культурных ценностей и единого взгляда на историю подписали генеральный директор Апсномедиа Роберт Джопуа и директор медиацентра Ирина Федорова на 6-м международном медиафоруме в Пскове. Сухумский аэропорт завершит летний сезон регулярных рейсов 25 октября. В зимний период частота полетов будет снижена в соответствии с сезонным спросом, сообщили в Министерстве экономики. Правительство Абхазии и России совместно прорабатывают меры по поддержанию стабильного авиасообщения между Сухумом и Москвой. В ведомстве уточнили, что запланировано сохранение регулярных рейсов по средам, субботам на 50 местных самолетах. Солнечный урожай. Совсем скоро в Абхазии начнется сбор цитрусовых. На российско-абхазской границе мандариновый сезон уже начался. На сегодняшний день экспортировано более 818 тонн. О том, как производится реализация товара и какой в этом году ожидается урожай, в репортаже Гугу Цевардания. Середина осени – это значит, что совсем скоро в Абхазии начнется сезон цитрусовых. Сбор солнечных плодов еще не начался, но уже есть прогнозы. В этом году ожидается урожай в 35 тысяч тонн. Меньше, чем в прошлом году. Все зависит от цикличности и погодных условий, говорят специалисты. Однако это не влияет на аромат и вкус плодов. Абхазские мандарины отличаются от мандаринов из других стран, например, Турции, Китая, Перу, Марокко. Это подтверждают и инфлюенсеры. Так, российский блогер Зоркий провел расследование. Среди 7 видов оранжевого плода безоговорочный лидер по сочетанию вкуса, аромата и текстуры – абхазский мандарин.
Сочи, недалеко от границы, абхазские мандарины сегодня продают от 55-60 рублей за килограмм. В других российских городах цена взлетает до 150 рублей за кило. Таможенная стоимость товара составляет 83 рубля за килограмм. Все на сегодня в зависимости от НДС, которая сегодня таможенная стоимость товара рассчитывается сегодня пока по 83 рубля. Но есть предпосылки к тому, что это все будет пересмотрено. И я сейчас не могу точно сказать, но порядка 60 рублей должно быть. Это 83 рубля, получается, за килограмм, за цитрус? Это таможенная стоимость товара, откуда высчитывается НДС. 10% НДС, значит, на российской стороне НДС платится из 83 рублей, это 8,30. Поэтому сейчас работаем над тем, все озадачены, чтобы эта таможенная стоимость устаканилась и была порядка 50-60 рублей. На сегодняшний день, по моей информации, по границе то, что проходит цитрусы, в общей сложности обе стороны границы обходятся в 11 рублей. По данным таможенного комитета, на сегодняшний день из Абхазии экспортировано более 818 тонн мандаринов. Это на 351 тонну больше, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, увеличены и другие поставки осенних плодов. Созрели уже раньше, чем обычный у нас урожай, и вот начался вывоз этих наших цитрусовых. Что касается других товаров, это фихуа, 301 тонна, на 38 тонн больше. Это хурма, 64 тонны, вывезено на 30 тонн больше, чем в прошлом году. И лимоны, 35 тонн. В прошлом году было всего 10 тонн. То есть фактически здесь видно значительный прирост. Что касается киви и апельсинов, то они идут на том же уровне, что и в прошлом году. Вывезено по 3 тонны. Что и тогда, что и сейчас. Проблем с экспортом цитрусовых и осенних фруктов на границе нет. На недавнем совещании с участием правоохранительных структур, Минсельхоза, Госстандарта и карантинной службы президент Бадрагумпа поручил оказать максимальное содействие крестьянам в реализации сельхозпродуктов. Каждый сезон, значит, контроль за вывозом цитрусовых плодов, да и не только цитрусов, все остальное осуществляет Государственный таможенный комитет. Оплата производится в размере 0,1% от стоимости. Это было установлено в свое время правительством республики, незначительная сумма. Вот. Но самое главное – это оформление этого груза и отсутствие задержек на государственной границе. Помимо таможенного комитета, еще работают службы такие, как Госстандарт и карантинная служба. Вот мы все оформляем четко, грамотно, и по времени все сокращено, потому что мы понимаем, что это одна из основных статей дохода наших граждан, да, и вот с нетерпением ждут цитрусовый сезон. Пока вот такие цифры, которые на сегодняшний день есть. Российская сторона тоже идет на встречу, понимая, что это относится к категории скоропортящихся груза, поэтому там тоже оформление происходит очень быстро. На КПП ПСО создан оперативный штаб, который контролирует ситуацию с экспортом цитрусовых культур урожая 2025 года. По поручению президента, которое было 10 октября, усилить контроль в сфере экспорта цитрусовых, мною было собрано совещание на посту ПСО, где были даны поручения о том, чтобы усилить контроль, чтобы наши граждане спокойно могли перевозить цитрусы и реализовывать их в дальнейшем в Российской Федерации. Пик мандаринового сезона приходится на декабрь, когда все спешат вывести цитрусы к Новому году. Далее мандарины вывозятся небольшими партиями вплоть до марта. Гугут Савардани, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.
Делегация из Псковской области прибыла в республику в рамках программы «Экопутешествие в Абхазию». 18 школьников в возрасте 14-17 лет в течение 5 дней будут изучать горные экосистемы на озере Рица, посетят Новофонскую пещеру и примут участие в экологическом проекте «Лес 5 континентов» в Ичимчире, сообщил Минпросе Абхазии. Программа сочетает практические занятия, мастер-классы и лекции. Мероприятие организовано Министерством просвещения Абхазии. Абхазия возвращается к истокам. 26 октября на республиканском стадионе стартует первый чемпионат по национальной игре Аймцакячера. Начало церемонии открытия в 12 часов. На главный титул претендуют 4 команды. Сухумская средняя школа номер 1, Чулок, Толы, Новофонский Апсар. Параллельно развернется борьба среди будущих звезд в юниорском первенстве. До 18 лет свои силы испытают 5 команд из Сухума, Дурипша, Покуаша и Чулок. Чемпионат проводится при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорта, при участии Федерации национальных видов спорта, а также при поддержке Всемирного Абхазо-Базинского конгресса. Надеемся, что будет интересно. Целью этого чемпионата является выявление лучших команд. Мы распределили призовые места. Команды получат медали, кубки, грамоты, а также призовой фонд чемпионата 400 тысяч рублей. Чемпионат проводится по несколько туров. 5 туров будет длиться до середины декабря. Все, кто имеет желание увидеть эту азартную, интересную единоборство, Аймцакячера приглашаем на стадион 26 октября на республиканский стадион. Начало 12 часов. На 19 мандатов в собрании Сухума претендует 41 кандидат. В 3 округах, 4-м, 18-м и 19-м, баллотируются по 1 кандидату. В 11 округах по 2 кандидата. В 4 округах по 3 кандидата. В одном округе номер 11 на 1 депутатский мандат претендуют 4 кандидата. А сейчас прогноз погоды. По сообщению Гидромедцентра, в выходные дни в Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями. В субботу временами дождь, гроза. Местами возможен дождь с градом. В воскресенье в полдень осадки прекратятся. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 17-22. Температура морской воды плюс 18 градусов. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго. До встречи в эфире.